Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Спасибо, что согласился ответить на мои вопросы, принять участие в интервью. Амир, все знают тебя уже в Германии. Ты стал величиной номер один. По крайней мере, сейчас уже все только о тебе и говорят. И в последней своей песне, в своем рэпе, ты рассказываешь про ситуацию, связанную со своей жизнью, с историей своей семьи. Сразу перейдя к делу, хотел бы тебя спросить об этом. Расскажи, пожалуйста, о ситуации с твоей семьей. Где родился твой отец, как вы оказались тут в Европе? Расскажи, пожалуйста. Для меня это был сейчас самый главный тема сказать, откуда я, почему я здесь. И я в эту песню сказал, что откуда моя семья, почему мы здесь приехали, почему они, какие проблемы там были и все. И вот в этой песне я сказал, что бабушку и дедушку депортировали в Казахстане. И мой отец потом там родился, в Казахстане, и они обратно уехали нелегально, потому что в этом время нельзя было уезжать из Казахстана. И они документы там все сделали, уехали в Украину и потом в Польшу. И потом остались там, и там потом отец мой поженился с мамой, и я там родился, и потом мы в Германию приехали. Вот это... Твой отец родился в 1945 году в Казахстане, да? Когда была депортация. Да. Тогда очень много народов депортировали. Да? Да, очень интересная история была. Мы все с интересом смотрели твой последний вчерашний клип, последнюю твою песню. И расскажи, вообще, как начал ты заниматься рэпом, когда к тебе пришло это, что рэп это твое? И почему именно рэп? Когда я молодой был, я очень любил слушать музыку. Мама моя, она играет пиано. Пианино, да. И она меня научилась, она показывала, так играть. И это нравится мне. И я не знаю, потом я вырос чуть-чуть, и в этом время много людей, дети, слушали рэп-музыку. Я начал рэп-музыку слушать, потому что рэп-музыка всегда была музыка против, как протест. Знаешь, это черные, они начали это петь, потому что им нельзя было говорить публично, какие проблемы у них там. Проблема. Вот. И они начали музыку так делать, это, знаешь, сказать, чтобы все знали, какие проблемы у них. Это мне нравится. И я начал тоже, я увидел, что чуть-чуть там талант у меня может быть, я не знаю. И начал музыку читать, рэп читать. Да, у тебя очень хорошо получается. Спасибо большое. Да, а русский язык у тебя не родной язык. Нет, извиняюсь, это нормально. Да, чуть-чуть. Ты очень хорошо говоришь, даже несмотря на то, что ты жил здесь в Германии, в Европе, и говоришь на разных языках, в том числе немецкий, английский, ты говоришь как на родных языках, чеченский ты знаешь немножко. Немножко. Да. Умар, твои песни, Умар, я тебя называю так, как мы тебя привыкли называть, хотя по паспорту ты Амир. И иногда буду тебя так называть. Умар, у твоих песнях еще несколько лет назад, 5 лет назад, больше, когда ты записывал рэп, ты пел про войну в Чечне. Ты пел тогда, когда война в Чечне уже стала не то что табуированная, она уже стала никому не интересная, эта тема. И ты много об этом говорил, и было видно, что для тебя это не чужое горе, и хотя ты родился далеко от Чечни, для тебя это не чужая проблема, в отличие даже от некоторых чеченцев, которые родились в Чечне и не вспоминают эту проблему. Почему про Чечню? Знаешь, у меня есть кровь чеченская.
значит, я не чистый чеченец, как можно сказать, что родители чеченцы. Ну, эту боль войны, это мой отец мне уже говорил, как 45, какой боль у дедушки и бабушки был, какой. И он все знает, как войны все прошли в Чечне. И это для меня такой боль, потому что в Германии, когда мы общались с другими людьми, они не знали, что такое чеченцы, что такое Чечня, что там. Они не знали, они думали, что это в Польше, там чечен по-немецки. Чехия. Да, они всегда думали, что это один народ, знаешь. И я начал эту боль, это как мой боль был. Видел, что там, какая там война была, знаешь, первая, другая. И я начал на эту тему петь с братьями, тоже чеченцы из Германии. Мы вместе музыку делали и такие песни мы делали. Просто мы хотели, чтобы люди знали, кто чеченцы, откуда чеченцы, и какой боль, и как знаешь, все там. Да, спасибо тебе. Ты в своей песне говоришь, что ты, когда здесь и вся чеченская диаспора вокруг тебя собиралась, где у тебя был магазин, где ты работал, в котором собирались, и ты там помогал, видимо, в первую очередь это с переводами, проблема с языком у всех, кто приезжает сюда. И я сам знаю, что ты много помогал чеченцам с детства, ты всегда тянулся к чеченцам, потому что, как говорится, чеченец – это не национальность, а состояние души. Поэтому любой человек мог приехать в Чечню еще 100, 200, 300 лет назад, любой национальности, в том числе и русские, которые воевали против чеченцев, и попросить защиту у чеченцев. И чеченцы принимали его, и он становился равноценным членом чеченского общества. Про тебя начали говорить о твоей крови, там, хорошо еще твой череп не стали мерить, правильные формы твой череп или нет. И это уже спасибо, что они это не стали сделать. Большое спасибо, ты очень большое дело делаешь, говоря о проблемах чеченцев, потому что очень большая информационная пропаганда идет против чеченцев, да, хотя не все правда, и есть, конечно, и правда тоже, это тоже мы признаем. Хотел бы вернуться вот к теме, которой началась твоя идея создания песни про твою history, про твою историю. Там ты начал говорить после того, как у тебя возникли проблемы с одним блогером, которого зовут Мойс, и вот он в чем-то тебя начал обвинять. Что у тебя случилось с этим? И кто этот человек? Он немецкий блогер. Он с Австрии приехал. С Австрии приехал до Германии. Сейчас живет в Германии. Ну и он 20-25 минут клип сделал против меня. И сказал, что как я возмог это говорить, что я чеченец, или все там песни мои, где я говорил с войны, и там боль, это все, он говорит, что меня нельзя это говорить, потому что я тоже в Польше родился, как я говорил, что мы уехали, и там, что для его я поляк, и меня нельзя на эту тему говорить. И это, когда он этот клип делал, я смеялся, знаешь, я думал, это хорошо, ну, эта тема очень большой потом был в Германии, потому что рэп такая музыка, где ты, если ты что-нибудь говоришь, люди хотят, что это было серьезно, что ты говоришь. Ну, если ты говоришь, я приду и тебя убью, они хотят, чтобы ты такой был. Но если ты говоришь, я приду и тебя убью, например, и этот клип в интернете такой, где кто-нибудь приводит тебя, и ты убегаешь, твоя карьера сломалась, знаешь. И
я такой человек, что я не люблю мешать налево-право, я впереди иду. Если что-нибудь я говорю сразу. Я такой, какой я есть, знаешь. И он с этим клипе, он так чуть-чуть помешал это, что я не такой, какой я говорю. И он хотел мне взломать это, все, карьеру и все, потому что этот цель был. И эта песня, которую я сделал сейчас, был мой ответ на эту тему. Ну и, знаешь, много рэперов в Германии, в Франции, в Англии, в Америке, вообще в целом мире, они говорят, что они гангстеры, стреляют на людей, продают наркотики и все. Никто не спрашивает, он честно это делает или не делает, знаешь. Он честно 100 килограмм кокаин продал или он... Ой, я такой никогда не говорил. Ничего, это не мой тема. Ну, я просто сказал, что это моя кровь, и это боль, и это война, и это все. И мне надо было сказать, показать это, что они все, целой Германии, они хотели, что я бы ответил на этот вопрос его. Я это сделал. Это песня моя была, история. Да, ты сделал это очень хорошо. Очень хорошо. Здесь я бы хотел напомнить тем зрителям, которые нас будут смотреть, это, скорее всего, ну, это чеченцы, и больше всего русскоязычные будут, потому что мы с тобой говорим на русском языке. Напомнить, кто такой Мойс. Мойс – это чеченец, который говорит на немецком, немецкоговорящий блогер, который никогда не упоминает проблему в Чечне. Это я как правозащитник хочу отметить этот момент, что этот человек, имея огромное количество подписчиков, никогда не упоминает чеченцев. Более того, это человек, по высказываниям, был антисемитом и носит вещи, здесь в Германии находясь, носит вещи, на которых написано большими буквами «Россия». Хотя Россия сделала ему, у него много родственников, я знаю, погибших на войне есть, и не последние люди были в Ичкерии. И поэтому вот этот человек решил, почему же он это сделал? Как ты думаешь, почему? Есть ли у тебя по этому поводу информация? Чем ты ему так насолил, что вот он решил так тебя, попробовал тебя так уничтожить? Мы знались. Ну, не можно сказать, что мы в хорошем контакте, знаешь, ну, мы знаем себя. Потому что в Германии это только два рэпера, это, кто говорят, что они чеченцы. Это он и я. Ну, я уже 10 лет или 12 лет это делаю. Он начал 2 года назад говорит, что он чеченец? Нет, петь, музыку петь. Он поет, да? Да, он тоже музыку делает, он поет, да. Ну, мне вообще не интересно, что он делает, по какой стороне он, что он одевает, это, что он говорит, это в своих клипах. Мне это максимально неинтересно, потому что это его дела было, и я не смотрел на этого. Людей ко мне приходили и говорили, это чеченцы все, скажи мне, где он, я хочу с ним поговорить, так нельзя, что он делает. Я говорю, это не мое дело, это, знаешь, он свободный человек. Ну, для меня, я всегда так говорил, для меня разницы нету, кто-нибудь чеченец, не чеченец. Если кто-нибудь говорит, это я свободный, это что я очень уважаю, когда кто-нибудь говорит, я свободный, я могу делать, что я хочу. Ну, есть, нельзя все делать, знаешь, я не могу это сейчас бить или другие это там делать, знаешь, это что неудобно. Ну, если я что-нибудь делаю, где можно сказать, это в раме, нормально, никому ничего не делаю, лицов не беру, знаешь, хорошо. И он этот клип сделал, потому что я знаю, что его имидж, что он чеченский рэпер, он хотел это имидж себе взять. И ему не нравится, что я это делаю, и моя музыка самая лучшая. Ты хорошо это делаешь. Спасибо большое. Поэтому он решил...
И он хотел это нормальный процесс, знаешь, если ты кто-нибудь номер один, и ты другой, ты хочешь быть номер один, надо тебе его взять это, взломать это, я не знаю, свои темы его. И он это сделал. Ну, он не думал, я честно скажу, он не думал, что я такой ответ сделаю. Он забыл, что у меня тоже чеченская кровь, что когда он меня ударит, что я не буду с ним говорить и буду ждать и сказать, ну почему я это делал. Я обратно ударил его. И я это сделал. И для меня эта тема, все. Закрыта тема. Что он сделал, знаешь, он возмог мне позвонить и сказать, давай мы поговорим. Он еще 1 неделю против это всем. Мы еще говорили. Он говорил, брат, если что-нибудь, я всегда на твоей стороне, если что-нибудь я тебе помогу. Я ему говорю, не надо. Я мою делаю, ты твою. Нам не надо, знаешь, так, в интернете так показать, что мы братья, если мы не братья. Если кто-нибудь мой брат или друг, я ему покажу, я всегда с ним. Ну, не только в интернете я не хочу показать. Ну, это тема такой. Да, хорошо, ты ему ответил, и это было интересно. У меня еще один у тебя вопрос. Я знаю, ты работаешь с чеченцами вместе, ты творишь, создаешь музыку, и вокруг тебя всегда у тебя друзья чеченцы, у вас общий бизнес с чеченцами, вы делаете дела. И я бы тебе хотел еще один вопрос задать. Как я сказал, я тебя знаю достаточно уже хорошо. И никогда я не слышал, что ты... Я знаю, что ты занимался и помогаешь людям. Когда у тебя не было денег, ты помогал людям, чем ты мог. Когда у тебя появились деньги, ты помогал финансовыми средствами людям. И вот в этой песне в конце я обратил внимание, что у тебя написан текст, и ты говоришь, что весь доход от этой песни пойдет на благотворительность семьям, чеченским семьям, пострадавших вот в этих 2 последних кровавых русско-чеченских войнах. Почему ты публично сказал, что ты готов пожертвовать, хотя ты раньше это делал, но ты не говорил об этом? Нормально, я бы это тоже не сделал сейчас. Это для меня неудобно, если ты что-нибудь хорошее делаешь, помогаешь, это всем говорить, что ты помогал. В этом моменте для меня это нужен был, потому что это так, люди так думали, что я на чеченцев, на народе чеченцев деньги зарабатывал. Это я 10-12 лет музыку читал, ничего не заработал, ничего, ни 1 цент. Знаешь, я нормально работал как человек, нормальный, знаешь, в магазине. Это из музыки я ничего не заработал. Сейчас людей думают, что я вышел сейчас, все меня знают, сейчас это хайп, и я все это на чеченский народ заработал. Нет. Поэтому я сказал, хорошо, эту тему сейчас, эта песня, где этот блогер на меня сказал, что я на народ чеченский заработал деньги. Я сказал, хорошо, мой ответ, что я знал, что будет большой ответ, что очень много людей будут видеть и смотреть и слушать. За этого все пойдет для этих людей, которые ты сказал. И больше ничего. Знаешь, я не люблю на эту тему говорить, что там пишет, потому что надо было это сделать. Мне не нравится это. Я всегда это делаю. Я знаю. В этом моменте, за эту песню, потому что они мне сказали, что на чеченский народ я заработал деньги, я сказал, хорошо, это обратно. Ты это правильно очень сделал. У тебя тоже Human Rights Center Ичкерия есть. И мы тоже уже говорили, что ты тоже очень много помогаешь, и мы вместе будем на эту тему тоже работать. И для меня очень нужно, что такие темы тебе, не знаешь. Да, спасибо. Тебе спасибо. Не за что. Умар, Амир, скажите еще очень такой интересный вопрос. Я вот наблюдаю за этой ситуацией, то вот последняя твоя
песня стала известна, и известный рэпер Бушидо у себя разместил эту песню. Уже меньше суток прошло, и твой клип в YouTube посмотрели более 1 миллиона человек. Там идет очень большое, сильное обсуждение, несколько десятков тысяч комментариев. Это очень интересно всем. И есть такое выражение «пройти огонь, воду и медные трубы». Ты прошел огонь и воду. И я так думаю, что настало время тебе пройти самое трудное испытание. Медные трубы. Медные трубы, тот, кто не знает, хочу сказать, что это испытание славой, когда тебя воспевают через медные трубы. И это испытание славы. И все, кто прошел вот эти этапы, огонь, воду и медные трубы, говорят, что самое сложное – это медные трубы. Как ты думаешь, ты сможешь пройти вот испытание славой? Иншаллах. Иншаллах. Ну, я думаю, что жизнь – это этапы, знаешь. И надо на себя работать тоже. Не только ты просто не работаешь для всех, только для себя тоже, на себе. И у меня хорошие братья со мной, они мне уже много помогают, потому что, ты знаешь, если ты такой человек, кто официально все его знают, для тебя разрешить это или знать, этот хороший человек, этот нехороший, трудно. Да. Это все с тобой хотят говорить, все с тобой. Много друзей появляется. Много друзей, да. И я из души такой человек, что я по-братски всегда помогал. Всегда, если кто-нибудь говорил, эй, надо встретиться, поговорить, помочь. Да, я всегда. Ну, это сейчас трудно, потому что я не могу сказать, он хороший. И у меня хорошие братья, они очень помогают. Муслим, например, он мой брат, он очень много мне сейчас помогает в этой ситуации, потому что я иду наверх, и мне надо знать, это враг, это друг. Вот так. И я думаю, что все будет нормально. Все пройдет. Да, дай Бог, дай Бог. Спасибо, Амир, что согласился ответить на мои вопросы. Тебе спасибо. Спасибо, что так искренне и честно помогаешь своему народу, своим людям и вообще всем людям, которые нуждаются в помощи. Спасибо за то, что все, что ты делаешь. И желаю тебе всего самого хорошего и успехов в твоей музыкальной карьере и в твоей жизни. Всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо большое. Дел Рейс Хуйл Омар. Дел Рейс Мастер Нахил.